Да, и там из зачетного поля регбисты Горца. И вот это уже сильный удар. Набегает снова 13-й номер. Регбийная команда «Горец» как начала этот год победным шествием, с тем же упорством его и завершает. Среди 36 команд, выступавших в Сочи на Кубке Соколова, ингушские регбисты, столкнувшись с лучшими из лучших, отличились мастерством, командной работой, тактическими навыками и проявили невероятный дух. И это при отсутствии большого опыта. Выездов в этом году у них было всего 2, в то время как команды из других регионов выезжают на соревнования около 50 раз в год. Турнир очень серьезный по значимости, по престижу на втором месте в нашей стране, куда каждый регбист, каждый тренер, каждый любитель регби хочет попасть, принять участие. И с милостью Всевышнего нам в этом году у нас получилось принять на данных соревнованиях, принять участие и выступить очень достойно. Это игра на выживание, в которой ингушские регбисты объявили себя охотниками. Комментаторы спортивного турнира, очарованные выступлением команды «Горец», подчеркивали: юниоры из Ингушетии показывают чудеса скорости, ловкости и выносливости. Конечно, были и не самые лучшие периоды, делится тренер. Кое-где уступили, других обыграли в сухую. Оставили без призового места и ЦСКА из Москвы. Первая игра у нас была со сборной Татарстана. Мы эту команду обыграли в сухую, обыграли с хорошим счетом 20-0. Вторая игра у нас была с командой с Красноярска. Это Енисей СТМ. Это одна из лучших школ России. А взрослая команда, профессиональная команда, это является чемпионами, стабильные чемпионы нашей страны, обладатели Кубка России. Школа очень серьезная, очень хорошая. К большому сожалению, и мы проиграли в одну попытку. И четвертая игра у нас была уже на стадии 1/8. Играли мы с командой Сокол Джуниор. Команда тоже очень хорошая. Команда на золотом овале вошла в десятку лучших. Эту команду мы тоже обыграли с хорошим счетом. И за третье место нам пришлось сыграть с командой ЦСКА с города Москвы. Их мы обыграли со счетом 1-0. И заняли третье место. Тренировка в прохладную погоду сегодня проходит в темпе. Упражнения на разогрев, затем на развитие физических качеств и точности передачи мяча. Регбисты проводят работу над ошибками, чтобы в следующем году быть в еще лучшей форме. Физик слабый, команда играться. Мы сыграли очень отлично, все показали результат и все очень хорошо играли. Горцы в сентябре выступили и на прошедшем этапе Гран-при Академии регби-Юг в Дагестане. Наши регбисты сыграли 5 матчей и во всех одержали победы, завоевав первое место. Спортивный потенциал этих ребят высок, и за короткий промежуток времени они хорошо себя зарекомендовали. Единственная проблема – ограниченность выездов из-за финансовых трудностей. Примерно вид спорта. И действительно, я не сталкивался с этим видом спорта. Но как только он здесь у нас появился, а пацана сдал, на самом деле очень интересный, очень такой жесткий, как раз алашный, вид спорта. Есть пацаны молодые, совсем недавно только начали. На самом деле показали они результат, очень сильный результат. Такой результат показали, что нужно несколько лет, чтобы такой результат заработать. Родители юных спортсменов уверены, если поддержать ребят и оказывать им посильную помощь, равных не будет в стране. Этот вид спорта, его необходимо, его нужно развивать. И просто-напросто это будет обидно, если оставят этот спорт, то есть без внимания. У меня большая просьба к руководству Минспорта, Вилхароеву, обратить внимание на этих ребят. И им необходимы просто как жизнь, необходимы выезды. Организаторы турнира по регби среди детских команд на Кубок Соколова воодушевились ингушскими ребятами настолько, что пригласили юниоров выступать в следующем году. Все расходы, вплоть до проезда, принимающая сторона возьмет на себя. Муслим Ганиев, Адам Мережков, Магомед Яндиев, Магас 24.